Это программа «Актуальное интервью» на Якутия-24. В стране стартовал первый в 2019 году конкурс президентских грантов. В течение года на поддержку лучших проектов некоммерческих организаций выделят 8 миллиардов рублей. Прием заявок завершается 15 марта. О том, как принять участие в конкурсе, каковы критерии и какие проекты имеют наибольший шанс быть отобранными, мы сегодня поговорим с гостем в студии. Это исполняющий обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия Руслан Платонов. Руслан Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Какие проекты уже реализованы с помощью президентских грантов России на территории нашей республики? За последние 2 года наша республика привлекла более 32 миллионов рублей. Это 22 организации, некоммерческие организации, которые участвовали и выиграли гранты. Но белым особняком среди этих организаций стоит, конечно, Академия наук с региональным отделением Якутского регионального отделения Российское географическое общество. Русское географическое. Они организовали проект «Куда ушли мамонты». И в июне прошлого года этот проект один из самых таких серьезных, который получил около 2 миллионов рублей с фонда президентских грантов. И клуб женщин-автолюбителей, которые доехали до Булунского Улуса, чтобы поддержать детей Арктики, школьников разными книгами, учебниками. Ну и поколение Generation Next, это брейкеры республики, которые сейчас отбирают победителей для участия в международных турнирах. Помимо финансовой поддержки, что дает участие в президентских грантах его участникам? Во-первых, это активность самих граждан и большой опыт для некоммерческих организаций, потому что из рамок Республики Саха-Якутия, я думаю, надо выходить и участвовать в федеральных грантах. Кстати, это очень хорошая политика в последнее время. В 2016 году, например, было профинансировано фонд поддержки предпринимательства 4 миллиарда рублей, а на 2019 год предусмотрено уже 8 миллиардов рублей. И через 2 года, я думаю, эта сумма будет только расти. И, конечно, это дает активности для превращения идей, от идеи к результату. Могут принять участие территориальное общественное самоуправление, могут принимать участие общественные организации школ даже. Я сейчас как раз стараюсь, чтобы школы при своем общественном образовательном учреждении создавали вот такие клубы от старшеклассников, активистов, родителей перешколов, чтобы участвовали. Ну, поднимает социальную активность граждан. А вот вообще какие-то критерии для проектов, в которых можно подавать участие, существуют? Или это, в принципе, все на усмотрение, скажем так, желающих получить грант? Критерии – это самое главное. Надо быть полезным обществу, государству, помочь, например, ветеранам, детям, молодежи, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помочь некоторым слоям населения, маломобильным, малообеспеченным, многодетным. Например, фонд президентских грантов предусматривает 13 направлений. Все на сайте есть, президентскиегранты.рф. Там можете посмотреть, но я немножко расскажу. Это самое главное – поддержка талантливой молодежи, поддержка детей и населения, попавших в трудную жизненную ситуацию, культура, просвещение, наука, поддержка лиц, попавших трудные жизненные ситуации? Нет. Освободившихся из мест лишения свободы для поиска дальнейшей работы для этого слоя населения. Ну и еще там очень много, 13 направлений. И надо поддержать муниципалитетов, территориальное общественное самоуправление, где государство, возможно, где-то не успевает, возможно, где-то не обращает столь сильного внимания. Вот здесь общественника как раз большая поддержка. Ну вот общественная организация
созрел проект, с чего начинать, какие шаги нужно делать в При первую нашем очередь? министерстве есть отдел по взаимодействию с институтами гражданского общества и 7 ресурсных центров, которые с нами сейчас активно работают. И эти ресурсные центры очень активно и подробно объясняют тем некоммерческим организациям, которые только начинают или уже начали, имеют какой-то опыт, но имеют какие-то трудности, может быть, в отчетности. В этой части ресурсные центры наши очень здорово помогают. А их 7, и число их еще увеличивается, это радует. Ну вот вы говорите, что некоммерческие организации участвуют в грантах, а могут ли индивидуальные предприниматели принять участие в этом конкурсе и получить президентский грант? Нет, индивидуальные предприниматели не имеют права, потому что это коммерсанты, предприниматели, некоммерческие организации только имеют право. То есть в любом случае деятельность организации не должна нести, вернее, никакой коммерческой составляющей в этом проекте? Это не привлечение прибыли. Это поддержка слоям населения, как я еще раз сказал. Какие критерии применения грантов вот организация грант получила? Может ли они, к примеру, построить за счет гранта какое-то здание, спортивную площадку, дорогу или стадион? В принципе, всего этого нам не хватает. Не допускается капитальное строительство зданий, но общественные организации могут построить детскую площадку, тротуар, элементы благоустройства в сельских и городских округах. Тут, кроме капитального строительства и продажи алкогольной, табачной продукции, кроме этого, можно строить площадки. Ну, из опыта вашей работы, какие проекты имеют наибольший шанс быть отобранными? Как я еще раз повторю, те гранты, которые выиграли наши общественные организации, это как раз были направлены на повышение исторической памяти, на сохранение исторической памяти, на помощь арктическим районам, детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощь ветеранам, многодетным семьям. Вот те слои, которые сейчас нуждаются в особой поддержке. И некоммерческая организация, которая направляет свои силы для поддержки этих слоев, она имеет большие шансы выиграть. Ну вот вы упомянули, что существует несколько направлений, по которым можно гранты получить. Может ли одна организация участвовать в нескольких направлениях с разными проектами? Может одна организация по всем направлениям подать, по всем 13 направлениям подать заявку. В первом, 8, 10 они могут. Ну, не во всех, конечно, в практике такого нету. Ну, там сил, наверное, просто не хватит. Да, сил, конечно, нету. Но в каждом из 13, какой ближе их содержанию, могут участвовать. Как выглядит наша республика по опыту участия и реализации президентских грантов по сравнению с другими регионами? У вас такая информация есть? Я в декабре прошлого года участвовал в семинар-совещании некоммерческих организаций по всей России. Это проходило в Общественной палате Российской Федерации. По итогам 2017 года наша республика занимала 3-е место по активности и участию наших некоммерческих организаций в президентских грантах. Это прекрасный результат. И по Дальнему Востоку мы входим в топ-5, то есть 4-е, 5-е место. Там много это. И наша задача в этом году, в 2019 году, еще удвоить. Если в прошлом году наши НКО привлекли более 30 миллионов рублей, в этом году мы планируем достичь 60-70 миллионов рублей. И участвовать не только в грантах Фонда президентских грантов, но и в грантах федеральных министерств правительства Российской Федерации. Миннауки, Минобразования, Минспорта, очень много грантов, и я призываю общественность республики участвовать в наших грантовых конкурсах и нашего министерства, и в грантах федерального правительства, и фонды президентских грантов. Это реально работает, и активность. Я вот разговаривал недавно, постоянно разговариваю с руководителями отделов фонда президентских грантов, они приглашают и призывают участвовать, не ждать, не бояться отчетности, осмелиться и участвовать.
И я призываю общественность очень активно участвовать, и наши ресурсные центры в этом будут помогать. И, например, гранты будут побеждать такие организации, которые не испугаются таких больших проблем, например, города, дороги города, благоустройство города, сел, поселков, муниципальных образований, где давно ничего не делается. Есть подсказка везде вокруг, рядом. То есть это прекрасный шанс улучшить Да. то место, где, грубо говоря, живем. Что касается активности городов, какие города именно в нашей республике показали себя наиболее, скажем так, активными в участии в этой программе? И где-то, может быть, стоит подтянуть работу с общественными организациями? Арктика. Арктика, она сейчас наиболее пассивна. То есть, ну и понятно, интернет, телекоммуникационная сеть, интернет в арктических районах слабоват, поэтому люди, конечно, я вот в отчете правительства ездил в Аллаиховский и Абыйский районы, там люди очень активно хотят участвовать, но интернета нет, поэтому я призвал их участвовать обязательно через наши ресурсные центры. То есть наше министерство будет, не то что будет, сейчас уже созваниваемся, работаем, чтобы увеличить число НКО, зарегистрированных в арктических районах. А города активные, это, конечно, Якутск, Нерюнгри, Мирный, Ленск, Нюрба, Нижнеколымский район даже, я могу заметить, в прошлом году участвовали и выигрывали. Поэтому почему Таймыр, почему Мурманск должен побеждать, и почему Ханты-Мансийск по всей России должен занимать первое место, находясь на севере. Да. Если у нас очень активные граждане. Я вот работаю в министерстве около полугода и замечаю очень хорошую тенденцию, что люди активно участвуют, спрашивают, интересуются, и это очень радует. Ну и в завершении беседы вкратце напомните, пожалуйста, о сроках участия в президентских грантах, когда заканчивается прием заявок и куда их можно Три этапа в году. В 2019 году, как вы уже сказали, стартовал 1 февраля первый этап президентских грантов, заканчивается на 15 марта. Второй этап начнется с 10 июня по 31 июля, и третий этап осенью с 14 октября по 25 ноября. И я призываю, сегодня очень активно идет тема инициативного бюджетирования, народного бюджета. И скоро НКО, президентские гранты будут уже большим делом поддержки наших организаций. Большое спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Я желаю вам успехов. Это была программа «Актуальное интервью» о президентских грантах. Мы разговаривали сегодня с исполняющим обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям республики Русланом Платоновым. До встречи в эфире.